Позвольте мне в пределах отведенного времени остановиться на теме Пушкин и Якутия. Так как в последние годы на фоне сложных процессов, идущих в мире, участились случаи разного рода нападок, санкций, инсинуаций в отношении политических, экономических, культурных и иных институтов нашей страны. Дело даже дошло до великой русской литературы. Сравнительно недавно в журнале The American Spectator была опубликована статья некоего Мэтью Амалески. Называлась она «Подельники палачей. Пушкин, Достоевский, Бродский и глубинные корни русского шовинизма». Но опять случился казус. Позиция Пушкина, как мы знаем, в отношении национального вопроса была глубоко прогрессивной и принципиальной. Автор «Кавказского пленника» и «Памятника» воспринимал Россию как единое многонациональное государство, в котором были, по его терминологии, не инородцы, а языки. И нам известны классические слова великого Пушкина, позвольте их напомнить: «И назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Еще одна несомненная заслуга пушкинского гения – это благотворное влияние на литературы народов России. С первой же южной поэмой Пушкина произошло, так сказать, освоение Кавказа, и вся русская литература стала кавказской пленницей. А Пушкин имел отношение и к сибирской Одиссее русской литературы. Известно, что великий поэт питал к Сибири, в том числе и к Якутии, не только чисто художественный, но и научный интерес. А в его богатой библиотеке были представлены описания сибирского царства историка Герхарда Миллера, книга сибирского писателя Николая Щукина «Поездка в Якутск». Особое внимание Пушкин уделил труду русского путешественника Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки». В архиве Пушкина сохранился план и набросок статьи, заметки при чтении описания земли Камчатки Крашенинникова. И в этой статье упоминаются якуты, коряки, тунгусы, чукчи, юкагиры
Якутск, Охотск, Лена, Колыма, Анадырь, Индигирка, Владимир Атласов, Семен Дежнев, Петр Чириков и другие топонимы и имена. И эти сведения и материалы дают основания предполагать, что у Пушкина в последние годы жизни возникли какие-то творческие, возможно, художественные планы, связанные с Сибирью. Можно также предположить, что известность Пушкина во глубине сибирских руд, в том числе и в Якутии, началась еще при его жизни. Первый же специальный отклик на пушкинское наследие со стороны якутских писателей принадлежал, скорее всего, юному Алексею Кулаковскому, который еще, будучи учащимся реального училища, написал реферат «Главнейшие достоинства поэзии Пушкина». Величайший поэт русской литературы обладал, по его словам, изумительной способностью понимать дух, положение, быт своей нации. Народность Пушкина в его глазах заключалась преимущественно в языке, в котором выразились главные свойства русского ума и чувства. Сам Кулаковский, как мы помним, тоже сумел в своих произведениях передать своеобразие национального характера, особенности духовной культуры народа Саха. Страстным приверженцем и пропагандистом русской литературы был анимпадист Сафронов. Известно, что после окончания церковно-приходской школы будущий поэт самостоятельно под руководством своего старшего брата Василия Ивановича прошел курс реального училища, причем за 2 года. Он интенсивно изучал русский язык, читал русских классиков, в первую очередь Пушкина. Впоследствии Сафронов переводил на якутский язык роман «Капитанская дочка», а его собственное творчество имело связи с русской поэзией Золотого и Серебряного века. Еще один из основоположников якутской литературы, Николай Неустроев, рано осознал, что приобщиться к культуре и образованию можно через русский язык, и поставил перед собой задачу овладеть как устной, так и письменной его формой. Особый пиетет Неустроев питал к Пушкину, который в его личной библиотеке был представлен полным собранием сочинений. Неустроев выразил солидарность с Кулаковским в том, что собственное творчество нужно начинать с переводов из русской литературы. И в 1926 году он осуществил грандиозный, даже по современным понятиям, проект. У себя на родине, в Татинском улусе, в селе Олба, Неустроев организовал Пушкинский вечер. И в его архиве, который сохранился в Институте гуманитарных исследований, есть
рукописная программа этого мероприятия, приуроченного к 90-летию со дня кончины поэта. Она включала сообщение о жизни и творчестве Пушкина, а художественная часть вечера состояла из сцены из Бориса Годунова, хорового пения и декламации пушкинских стихотворений. Тогда же, весной 1927 года, Максим Кирович Амосов в газете «Автономная Якутия» опубликовал передовую статью под названием «О Пушкине, о якутском улусе и о культурном подъеме». Начав с самокритичного заявления о том, что в вихре современной напряженной жизни, в ее стремительном движении мы не в силах уделить внимание культурным празднествам. Максим Кирович далее с удовлетворением констатировал, а где-то в далеком уголке якутского улуса, в Волбе, пушкинская годовщина была достойно отпразднована. Да еще как! Годовщину праздновал не какой-то узкий кружок учащихся, и даже не отдельная школа, а празднование превратилось в общенародное торжество. Шутка ли на Пушкинском вечере собрать 300 человек, мужчин и женщин, старых и малых, в якутских условиях? Спустя еще 10 лет два выдающихся представителя народа Саха сказали свое слово о Пушкине. Первым был известный историк и этнолог Гавриил Васильевич Ксенофонтов, который написал целое исследование о поэме «Медный всадник», а вторым был никто иной, как Платон Алексеевич Аюнский, который в феврале 1937 года сделал доклад «Значение столетнего юбилея со дня смерти Пушкина и наши задачи». Пушкин давно и прочно вошел в культурное сознание народов Якутии. Его произведения, повесть «Дубровский», сказки, стихотворения переведены на эвенский и эвенкийский языки. На якутском языке известны более 100 пушкинских произведений. Их, кроме Аюнского, Неустроева, Сафронова, переводили еще более 30 поэтов, начиная с первого народного поэта Якутии Элляя и кончая Гавриилом Ивановичем Макаровым, Джон Дягалы, который осуществил великолепный перевод Евгения Онегина. Кроме того, можно также специально назвать книгу народного поэта Семена Тумата, написана на якутском языке «Пушкин и Якутия». Она была приурочена 200-летию со дня рождения великого поэта. Так что другой народный поэт Якутии Семен Данилов не только переводчик, но и автор нескольких посвященных Пушкину стихотворений имел полное основание воскликнуть: «Бессмертный Пушкин, слог могучий твой на языке якутском полнозвучен».